Енді қошылған біздің телесерджилерімізнен кенеде селямлашамыз. Селям алейкум, мерабаныз. Эфирімізге хош келдіңіз, бізіле олыңыз. Сіз енді бір чоқ мерақлы малюматларына қачырдыңыз, сайғылы телесерджилеріміз. Ама оларны бақмаға, оларны dinlemege ve олардан файдаланмаға имканınız бар. Çünkü içtimai ağlarda bizim resmi sayfelerimiz çalışalır. Olarda siz bütün videolarını tapabilirsiniz. Şimdi ise biz programımızın ikinci kısmına geçeceğiz ve bizim növbeteki musafirimiz indi studiyamızda ve meraklı bir mevzu üzerinde biz bugün laf verseteceğimiz, ciddi bir mevzu üzerinde laf verseteceğimiz. Çünkü kim bugünkü misafirimiz? Bugün stüdyamızda pek meraklı ve ben belesem en esası gerekli insan. Şimdi biz saklarının ve veteranlarının lgotaları hakkında laf verseteceğimiz. Siz de stüdyamızga telefon açıp bütün gerekli sorularga cevap tapabilirsiniz. Dostlar, karşına stüdyamızda Murat Bey Gafarov, Ahmescit Memuriyetinin saklar işleri boyunca idaresinin yol başçısı. Selam aleyküm Murat Bey, sabah şerifiniz hayırlı olsun. Алейкум селям, салам. Как началось ваше утро, Мурат Бей? Ну, сегодня у меня оно началось с чашечки горячего кофе. Ну, в принципе, потом все по плану. Да, по плану это поход на работу. Ну, сегодня, конечно, у меня были внесены корректировки в мой график. Тем не менее, ну, давайте донесем до наших телезрителей необходимую и полезную для них информацию. Çok sağ olun, что вы сказали, ваш график сегодня немножко другой. Сağ olun, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на все вопросы. Мурат Бей, хотелось бы начать с такого более обобщенного вопроса социальной гарантии. На сегодняшний день инвалиды и ветераны, какие имеют социальные гарантии на территории Республики Крым и как, главное, они соблюдаются? Я думаю, вы знаете лучше, чем кто-либо другой. Скажем так, на данный момент за инвалидами и ветеранами закреплен весьма очень широкий спектр социальных гарантий. Предоставляются они то ли в денежной форме, то ли в натуральной форме. Если, допустим, к примеру, взять это скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, оно предоставляется в натуральной форме. Отдельные выплаты предоставляются то ли в пенсионном фонде, то ли в органах социальной защиты, либо выплачиваются через непосредственно Министерство труда и социальной защиты Республики Крым уже в денежной форме. В частности, к примеру, допустим, взять, были граждане, которые состояли на учете на получение автомобиля, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие заболевания от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а также инвалиды общего заболевания. Ну, то есть по состоянию здоровья им необходимо было автопротезирование. То бишь данной льготной категории, которые не успели получить транспортные средства, выплачивается единовременная компенсация. Инвалидам Великой Отечественной войны выплачивается 150 тысяч рублей, инвалидам общего заболевания это 100 тысяч рублей составляет сумма. Кроме того, в связи с нововведением в жилищное законодательство Российской Федерации, абсолютно все граждане, проживающие в многоквартирных домах и дома, которых внесены в республиканскую программу капитального ремонта многоквартирных домов, обязаны с 1 сентября вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. За гражданами льготной категории, в частности, это инвалиды первой, второй группы, семьи, имеющие детей-инвалиды, также те, которые имели скидки на кварплату, имеют право, в общем, на уменьшенную долю процента данных взносов. Это закреплено за ними законодательно. Хочу сделать акцент. Гражданам, которые получают скидку на квартплату, необходимо обратиться с документами, подтверждающими право собственности на их жилое помещение в органы социальной защиты населения. То есть они
доносят в органы социальной защиты населения эти документы. То бишь это может быть договор купли-продажи, ордер на вселение, это может быть право на наследство. Да? Ну, я полагаю, нужно к этому отнестись ответственно, с пониманием. Прошу наше население подойти в органы социальной защиты населения. Муратбей, вот хотелось бы воспользоваться такой возможностью и для наших телезрителей немножко уяснить, где вот можно найти эти органы социальной защиты. Если человек живет, например, в поселке, есть специальные люди, да, которые В принципе, в сельских поселениях это можно сделать через сельские советы. Да? В Симферополе у нас открыт единый центр приема граждан по социальным вопросам. Он находится по адресу бульвар Франко, 25. Пожалуйста, приходите. Ежедневно? Ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9 до 5. Муратбей, а какими льготами, возможно, либо привилегиями пользуются опекуны инвалидов? Есть ли такие льготы для них? И что вот как они могут оформить это опекунство, если инвалид, например, первой группы, который лежачий, возможно, это должны быть родственники, либо какие-либо социальные работники, социальные службы предоставляют ли таких опекунов? Социальные службы, вы имеете в виду опекунов, которые полностью отвечают за инвалида, либо это социальные работники. Социальный работник – это несколько другая часть. Он может прийти, помочь, принести продукты, принести медикаменты, помочь оплатить помочь оплатить коммунальные платежи. Но, скажем так, не более того. Если же это опекун, то, на мой взгляд, это должен быть какой-нибудь родной человек все-таки. Ну, а вот если такая ситуация, например, да, вот мы знаем по положению крымских татар, после депортации многие крымские татары не могли найти каких-то своих родственников, либо кто-то рано умер, либо что-то, семья стариков, да, вот грубо говоря, муж и жена, они уже старые, вот у них нет детей, нет близких родственников, а может ли стать кто-то чужой их опекуном? Вот абсолютно, например, нет родственников, может ли такое случиться? Я вас понял. Но дело в том, что в соответствии с особенностями законодательства, да, именно Гражданского кодекса, который регулирует эту часть вопроса, опекун несет полную ответственность. И за редким исключением, редко кто соглашается отвечать за другого человека. В принципе, это реализовывать можно, есть практика, и если это необходимо, пусть граждане обращаются также в органы соцзащиты населения. В частности, наш департамент труда и соцзащиты города Симферополя этим вопросом занимается. Муратбей, мы знаем, что после реабилитации крымско-татарского народа и других депортированных народов вступил в силу документ, который позволяет нашим соотечественникам, которые пережили эту страшную трагедию, тоже получать льготы. Что предусматривают в себе эти льготы? И на сегодняшний день часто ли к вам обращаются по этому поводу? Пользуются ли наши соотечественники своей, скажем так, гражданской возможностью? Да, конечно. Они очень активно этим пользуются. За ними закреплено право получения ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей. Кроме того, также они и члены их семей, которые совместно с ними проживают, имеют право на получение скидки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Для этого что нужно предоставить, чтобы получить таковую льготу? Чтобы реализовать свое право в получении данных социальных гарантий, им необходимо обращаться в органы социальной защиты населения. С документов, в частности, это может быть у нас паспорт, СНИЛ, справка о составе семьи, то бишь о регистрации формы 9, лицевые счета, справка о реабилитации. Кроме того, если наш реабилитированный хочет оформить льготу для члена своей семьи, он также доносит документы, подтверждающие родство. Это либо свидетельство о браке, либо свидетельство о рождении его детей. Мы знаем, что сейчас работает очень много
возможности есть для того, чтобы, например, депортированным получить участок и так далее, да, грубо говоря. А есть ли какие-то льготы, например, депортированным и в то же время инвалидам, как-то очередь, возможно, быстрее двигается? С чего она состоит? У них внеочередное право в получении земельного участка. Для реализации данного права им необходимо обращаться в местные администрации. То есть для этого тоже нужна справка о реабилитации, В принципе, правильно? у них есть эта справка о реабилитации. По предъявлению данного документа они вправе реализовывать свои социальные гарантии. И справка о инвалидности, правильно, тоже Да, должна быть? да, конечно, конечно. Муратбей, мы знаем, что зачастую люди недостаточное внимание уделяют, к сожалению, таким социальным вопросам, которые могут облегчить им жизнь. Вот что касаемо инвалидности, какие нужно сделать шаги, куда пойти, куда обратиться, чтобы заверить эту инвалидность и в дальнейшем пользоваться льготами? Ну, для того, чтобы получить инвалидность, нужно иметь как бы соответствующее состояние здоровья, правильно? А инвалидность инвалидность присваивается соответствующими медико-экспертными комиссиями, поэтому для получения инвалидности гражданам необходимо обращаться скажем так, в органы здравоохранения, то бишь это поликлиники, больницы. Муратбей, мы знаем, что есть специальные как бы вот инвалиды и инвалиды, вот инвалиды первой, второй, третьей группы, да, и вот мы еще выделяем инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды Афганской войны. Какие льготы для них сейчас есть? Для инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в Республике Афганистан, закреплено право в получении скидки на оплату жилого помещения. За ними также закреплено право получения ежемесячной денежной выплаты в размере 4 вроде как с половиной тысячи рублей. Выплачивается она через Пенсионный фонд Российской Федерации. За ними закреплено также право в неочередное вступление в гаражно-строительные кооперативы. В принципе, спектр социальной гарантии весьма большой. Ну и зависит, конечно, от обстоятельств. И для более детального рассмотрения, да, необходимо уже конкретно подходить к ситуации того или иного гражданина. Частно, да, вот индивидуально. А где вообще можно ознакомиться со спектрами? Есть ли какие-то сайты, либо нужно обращаться? Сайты весьма познавательные. Это сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. Там очень доступно донесено до населения. Также прошу посещать сайт администрации города Симферополя, Департамента труда и соцзащиты. В принципе, до населения это доступно доносится. Пожалуйста. Муратбей, вы представитель нашего крымско-татарского народа, и тем самым, я думаю, упрощает многие проблемы наших соотечественников. С какими проблемами приходят чаще всего вот к вам люди? Какой вопрос сейчас самый актуальный? И, к сожалению, вот немногие люди знают процедуру этой льготы, например, а она очень важна. Вот о чем бы вы хотели рассказать? В принципе, сейчас у нас актуально все. Работник нашей сферы, он ежедневно, ежеминутно помогает людям. Ну, с этим связана специфика нашей работы. И как любой работник государственной сферы, либо это исполнительная власть, деятельность его направлена на то, чтобы выполнять свою работу, правильно выполнять свою работу, приносить благо. То есть человек приходит на работу, он должен приносить благо. То есть его работа должна приносить людям пользу только. Да, самое главное. Вы со мной согласны? Да, Чохсагулс, Муратбей, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. В конце, по традиции, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, как крымский татарин, как сотрудник государственного органа, возможно, что-то пожелать, посоветовать, возможно?
Хочу пожелать нашим телезрителям хорошего настроения, больше улыбайтесь, все получится у вас, верьте в свои силы и никогда не отчаиваться. Счастья, здоровья. Çok sağ olun Murat Bey за ваши компетентные ответы. Всегда рады видеть вас у нас в гостях. И Хисмет Олса, хош келдіңіз, ждем вас еще в гости. Çok sağ olun. Сіздерді телесерділеріміз қатырлатамыз ки бүгінгі мұсафырымыз Мурат Бей Гафаров. О Ахмеджит мемориетінің сақатлар үшлері бойынша әдәресінің ел басшысы ола. Мерақлы ве ән esası кереклі субетіміз кечті файдалы олып. Субетіміз кечті бірчок кереклі суалер көзден кечірілді ве егер сіз бұл суалеріні тейсувке қачырсаңыз, бұл жавапларыны тейсувке қачырсаңыз, сіз біздің ресми сайфелеріміз кере білерсіңіз, анда біздің бүтін видеоларымыз yüklenecek ve elbette ki siz bizden beraber olabilirsiniz. Bundan da gayrı men bilesem yarış ақында da sizge hatırlamağa gerek. Hoşma 7-978 095 41 45. Tamam bu telefon vasıtasıyla siz bizge telefon açabilirsiniz ve biz ile bağlanıp Sade sualge cevap verirken siz güzel bir hediyeni elde edersiniz. Yayınımızı devam etmeye aşıqa ve tek bugün dostlar biz aydavcılık hakkında laf ettik ve çoksa aydavcılar için alazırda men bilesem en aktual problemalardan biri bu tıkınıklar yani probki ve onlardan nasıl vazgeçmeye acaba bizim muhbirimiz bu sualge cevap bilet tamam şimdi sizler için.